Медиков пустите осмотреть человека, оказать помощь. Снимай впереди лобовое стекло. Пустите, пожалуйста, откройте машину, чтобы медики могли оказать помощь медицинскому человеку. Вы слышите? Сейчас полицейские. Да, пожалуйста. Вместе тоже отойти. Да, конечно. Они даже вместе не открывать, чтобы посмотреть человека, оказать медицинскую помощь. Пить? Дать вам пить? Можно человеку пить передать? Они даже пить не дают. Ну что за дела? Поэтому нужно пока. Нет, естественно, в состоянии здоровья, не оказание медицинской помощи. Вызвать ему скорую. А он просил? Он просил. Мы подходили сейчас, они открыли окна. Он говорит, вызовите мне скорую, когда мы заглянули. Потом они закрыли окна, я начала стучаться, чтобы выяснить. Потом мы побежали к нам. Вызвали полицию, чтобы вам обеспечили доступ. Я ничего не делаю. А где полиция? Мы сейчас вот Вызывает скорую, я его обязана смотреть. Мне пофигу где, как. Смотри кого. Больной, дайте сказать. Но если он обратился за медицинской помощью, его обязаны смотреть. У нас есть более высокие чины, которые вопрос будут решать. Не другую. Я адвокат вот этого человека. Если не находился, медицинскую помощь надо оказать. Мы с ним разговаривали по телефону, когда он был еще в Егорьевске. Он говорил, что ему плохо, он просил вызвать скорую. Сейчас все На им что, дадут. извините, сотрудники... Пока не мне- владеем ситуацией, сейчас все узнаем. Да. На что Что мне к чему. сотрудники сказали, мы его сейчас в самолет посадим, а что будет дальше, нас не волнует. Если нас вызвал адвоката, как бы больше никто ничего не говорит. Хотелось бы выяснить, мы вообще нужны друг другу. Не исключено, что не нужны. Вы хотя бы скажите. Сейчас посмотрим. Вставайте сюда, посторонним заходите. Врача надо давление проверить. Здрасте. А что такое происходит? Кого-то дойдем. Я ответственный от руководства, замначальника полиции по охране общественного порядка. Да, адвокат, моя фамилия Медведев. Да? Есть у вас? Да, я требую врача, все, я требую врача. Потому что мне надо врач, мне давление 180 получается. Понятно. Я вообще, знаете, я оператор, я офицер. Я боевой офицер, который гражданин России. Ребята, ребята, Да, не сюда, да. чтобы никто ничего. Дальше, меня Мария Владимировна. Если кто-то будет отбивать или еще что-то, У меня. я должен предупредить. Давайте мы с вами определились чуть-чуть. Вы сами правозащитники. Не надо. Правила есть правила. Хорошо, сопровождайте на расстоянии. Мы все взрослые люди. Не врядись. Да, Владимир. Чуть-чуть попозже. Все. Сначала мы проходим. Ага. Все. Ага. Хорошо. Ага. Все понятно. Все пойдут они, потом это. Уважаемый адвокат, ребята за медпункт. Они, да. Блин, ему оказывают первую медицинскую помощь, где ему ее оказывают? Где?
Я с вами Здесь сейчас аналитики поднимаем, лицо там. Они дома сюда берут? Почему? Вдохнуть воздух, Пустите, пожалуйста, вы сейчас... Вызывайте еще следующий. Это не медпункт, это бизнес-класс вообще-то. Это не медпункт. Это не медпункт. Это бизнес-класс. Молодые люди. Нет, подождите. Нет, это не медпункт. Это не медпункт. Значит, здесь стерильная зона. За ограждение выйдите, пожалуйста. Руки уберите, пожалуйста. Смотреть не хотите. Руки уберите, пожалуйста. Выходим за Руки ограждение. уберите. За ограждение Руки выйти, уберите. Это все передавать, Зона понятно? транспортной Все, я безопасности. передам. Бизнес-класса. Они обманули его, что они идут на обследование. Тоже не пустили. Ему не оказали медицинскую. Они никому не будут ничего указывать, заказывать. Спасибо. Ага, спасибо. Вам нужно обратиться в пресс-службу МВД. Я уже обратилась в не службу владею собственной безопасности информацией МВД, но вы сопроводили туда человека. То есть человека сейчас сажают в самолет в таком А если вот видимо, да? Вот эти кто? стояли. Комментарий, куда мы его доверители зашли, где мне сейчас искать правду. Он находится в тяжелом, для него в плохом состоянии. Мы просили оказать медицинскую помощь, а его просто в сопровождении медиков ему помощь не оказали. Вы не можете, как его адвокату, сказать, где мне его искать, откуда мне узнать, оказана ли ему помощь. Адвоката просмотреть, в каком состоянии, где искать. Он уехал, улетел, Главный врач. Очень приятно. Да, я знаю уже вашу ситуацию, уже весь аэропорт в курсе вашей ситуации. Вы адвокат? Вы слишком активно действуете, хотя знаете прекрасно законы. Я вам... Как понять активно? Сейчас. не действую, ничего. В рамках закона. Коллеги. Не, в рамках закона. Можно я с кем-то одним буду? Вы выберите, кто... Ну Давайте давайте по очереди. Я человек, никто не снимает. Что, как? Я не занимаюсь же вашим делом. Я занимаюсь медицинской службой аэропорта и всей корпорации. Поэтому я вам говорю, что, пожалуйста, все, что надо, все, что имеет право вам сказать врачи, не скажут, все, что не имеет, не скажут. Нам врачи ничего вообще не говорят. Ну, если правильно знаю, Сел. им же занимается отлет, не врачи занимаются. Насколько я понимаю, к нему вызвали... Вот, вашу девушка была. была. Его вызывали? Пойдемте, подождите, я какой диагноз, мы не можем сказать это при вас. Вот так. Во, это секретно, что ли? Его А родственникам тоже нельзя? Пусть сын Я с вами должен поедет. знать, что это родственник, иначе тоже А не он имеет Все, права. покажи документы. паспорт. Паспорт покажи. Одну секунду. Не, покажи паспорт. Как вы говорите? Как раз Подождите, пожалуйста. Мы предоставим, но я же не юрист, чтобы проверять. Ну, подождите. Нет, вы говорите, близким родственникам нельзя. Вы Диагноз? хотите, чтобы я помог? Подождите минуту, пожалуйста, ладно? Родственник. То, что нашей части медицинской касается, по его жалобам ходил к нему, наша бригада была вызвана. Все, что я могу сказать, я вам не диагноз сказать ничего не могу. Сколько на сколько Она была было? высокая, она нормализовалась. Высокая это сколько? Я не могу вам сказать цифру, потому что это все медицинская информация. У меня она есть, но А вы не я можете сыну сказать, какая Мне информация? нужно, я же не буду проверять документы. А что мы я должны же, приобщить одну к секунду. запросу? Чтобы вы дали запрос? Ну, Да. Я же не вижу. Но вот вы нам говорите, что сейчас вы не имеете Ну, права сейчас, говорить, нет, хотя только... здесь присутствует сын. Ну, я же не могу проверять. Давайте мы Документы сейчас точно напишем знаю, заявление. что Сын, не Вот сын, я вот спрашиваю, это же вы нам свидетельство о отписку не рождении. дали? Ну что, свидетельство о рождении запрос? Или Ну, паспорт? наверное, да. У нас, у нас же корпорация, компания, да, мы же не частное медицинское Ну, подразделение. с собой свидетельство о Ну рождении. хорошо. У нас Все равно всё я пока не получу решение своих юристов.
ну, я не имею права, понимаете? Вы даже родственникам не имеете права? У меня все письменно происходит, понимаете? Я поняла. Сейчас вам досик напишет письменное заявление. Вы дадите это справку? Я нет, потому что я должен согласовать Но не вы, тот человек, юридическую который да, обследовал. вы не понимаете, я отвечаю за него. Я ничего. У нас есть официальная юридическая служба в корпорации. Вам нужно будет к нее обратиться. Только на основании этого медицинская служба. Логично к юридической службе обращаться за тем, чтобы нам предоставили информацию по медицинскому Все человеку. логично, все хорошо. Потому что А я вот должен это- быть уверен в юридической защищенности нашей деятельности. Был высокий, Было получается? высокое, сейчас нормализовалось. И вы вот с высоким давлением дали добро, и вы Нет, посадили самолет. оно нормализовалось. я А говорю. нормализовалось за какой период, если самолет уже взлетел, получается? За то время, пока был врач с ним. А оно что вы делали? Вы нормализовалось. укол делали, вы что, таблетки давали? Это уже медицинская процедура, я вам не могу сказать. А давление, что вы дали Стало разрешение? нормальное давление, Нормальное которое давление, позволит... по-вашему, это сколько? Насколько, по-вашему, нормальное давление? Можете мне сказать? У каждого человека разное давление, правильно? знаю, ну- Вот у этого человека, как вы выяснили, что у него нормальное давление, ему позволили как сесть в объяснить, самолет? Можете сказать? Стал себя чувствовать хорошо. Не, да, а как? сказал. Это с его слов или с ваших выводов? С его слов? А у вас Слов расписка и есть? с наших показаний. Не, хорошо. А Показатели, у вас которые мы- расписка есть, что ему, мы с его слов ему стало Может, лучше? понимаете, Мы бы не посадили... Не, мы- как, не подождите, вы говорите, с его слов. У вас расписка есть, что ему хорошо, он претензий к вам не имеет, готов вылететь. У вас есть такая бумага? Ну, значит, вы без разрешения отправили его с ваших Вы слов, не с его слов, перестаньте извините нас в меня. чем-то обвинять. Ну, вы не говорите, какой Мы не оказали можем вам помощь. сказать, потому что мы не знаем, кто вы. Еще раз. Давайте Вам теперь- показали Я даже- удостоверение, я даже не буду- адвокат, я не буду- дети. Я не буду Дети, смотреть. покажите мне, кто вы. Вот смотрите, это его сын. Я не юрист. Ну, при чем тут Здесь юрист? не Как нужно, вас зовут? Александр, здесь не нужно Александр, юридического отчество. образования. Можно... Нет, вы Я близким уважаю. родственникам не говорите ничего. Вы говорите, нормально нормализовалось. Как У понять? меня был сложный день. Можно я договорю? У нас вообще был сложный день. Я Вы догадываюсь. лично. Ну, вы же меня спрашиваете, можно я отвечу? Ну, вы нам не ответили, какое давление у него потом Я не стало. вам скажу, я вам не скажу вам цифры. Ну, а, Это как вы его личное. выяснили, что у него нормальное давление? Можете сказать? Я предоставлю все, что я должен, когда у меня будет запрос. Понимаете? Начальник медицинского отдела аэропорта Домодедово или как? Можете так написать. У нас предприятие Домодедово пассажир терминал. Так называется официально. Может, им Домодедово пассажир терминал. Это ООО или что? О. Я письменно подтвержу, когда у меня будет письменный запрос. А сейчас устно можете? Я же сказал, Что он жаловался еще? Сколько, что, давление нормализовалось. Стало слушай, я прекрасно понимаю, что вы переживаете за своего родственника. Поэтому я говорю, что давление, А что еще надо? давление, На что он сахар, еще конечно, жаловался? обязательно. А Конечно, что давление нормализовалось, сахар у него не критично высокий, все нормально. А, то есть высокий, но не критичный. Точно. А на что он еще жаловался? Конечно, обязательно. есть сахар На и все вроде бы не давление? есть. Да. Сахар и давление было высокое. Давление нормализовалось, оно после приема медикаментов А нормализовалось. Сахар, я точно не знаю, каких цифр нормализовался, но не критично. Для того, чтобы пойти вам навстречу, я вам объясняю, что жалобы, конечно, были, поэтому мы все обязательно рассмотрели внимательно, потому что, На самом деле у человека было же высокое давление. конечно, и оно нормализовалось после того, как мы используем медикаменты с его же согласия. А есть гарантия того, что она не поднимется? Нет, если он нервничает, как у любого человека, на фоне стресса, вы же сами прекрасно знаете, Нет, любой немедик знает, может скакнуть. Я поэтому и спросила, Конечно, ведь я сейчас вы могу... даете гарантию, что ему там не Никто станет? гарантии не даст. Гарантию даст только... Вот с родственником говорит, нам же как-то нужно информацию получить. Я понимаю, но я же не просто так. Занималась полиция. Как только нам разрешили, мы тут же пошли оказывать помощь.